Китай запретил въезд в страну официальной немецкой делегации, так как в ее состав входит депутат, защищавший права уйгуров. Бундестаг направил письмо китайскому консулу в Берлине и оповестил китайского представителя о том, что немецкие парламентарии сами решили, кого из какой партии направить с делегацией, а также призвали Пекин принять решение Бундестага. Несмотря на то, что письмо было отправлено 29 июля, китайская сторона продолжает хранить молчание. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш выразил свою благодарность активистам, поддерживающим Восточный Туркестан, и сделал следующее заявление. Правительство Китая изначально беспокоится и боится раскрытия своих жестоких преступлений в Восточном Туркестане и поэтому всячески старается сокрыть их. Заявление Пекина о том, что международные наблюдатели могут посетить Восточный Туркестан и убедиться, что там нет никаких преследований, неискренно. Отказ в выдаче виз немецкой делегации – явное тому доказательство. Усилия Пекина по сокрытию своих преступлений в Восточном Туркестане – наглядный пример того, что Китай осознает всю серьезность ситуации и находится в таком психологическом состоянии, в котором обычно бывают виновные, совершившие преступления. Во время визита в Белый дом представители Всемирного уйгурского конгресса осветили вопрос Восточного Туркестана. Заместитель главы Всемирного уйгурского конгресса Омер Канат провел переговоры с помощником президента США Майком Пенсом и обсудил насущные проблемы Восточного Туркестана. Семья, которая недавно была захвачена китайскими полицейскими в посольстве Бельгии в Пекине, куда она прибыла для получения визы, таинственно исчезла. После чего Абдульхамид Турсун, проживающий в Бельгии как политический беженец, обратился в правительство Бельгии за помощью в спасении своей жены Хайриет и 4 детей. По сообщениям Туркестан Таймс, 30 июля дипломатам, направленным в Китай бельгийским консульством, отказали во встрече с женой и детьми Абдульхамида. Китайские власти заявили, что на жену и детей Абдульхамида, являющихся гражданами Китайской Народной Республики, распространяется запрет на выезд, и попросили иностранных дипломатов немедленно покинуть страну. Протестующие против законопроекта об экстрадиции, собравшиеся в гонконгском районе Норт-Пойнт, подверглись нападению группы людей с дубинками. Солдаты китайского гражданского батальона, совершившие данное нападение, напомнили события 2009 года, когда в Урумчи безоружное население Восточного Туркестана подвергнулось нападению китайских военных и ханьцев, вооруженных дубинками. С 9 июня по сегодняшний день в Гонконге было задержано 420 демонстрантов. На военных складах в Ачинском районе Красноярского края, где хранилось свыше 200 тысяч боеприпасов, прогремели взрывы. По предварительным данным, пострадало 4 человек. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что началась эвакуация жителей поселков и деревень, расположенных в радиусе 20 километров от склада.